Скоро восход. Интересно, какая завтра погода будет? Ну, всю неделю стояла жарища, блин, около плюс 25, ну, вперемешку с этими, с дождями. Опять у нас ливень, да и ничего не слабый. Парень, будь здоров. Картошка вырастет. И ночью дождь с грозой и молнией. Позавчера вообще супер жара была, невыносимая, плюс 30. Сегодня нормально после дождя, плюс 13. В 6 утра было плюс 10, сейчас уже потеплело, плюс 13. Надеюсь, не глобально потеплеет днем. И ветерок прохладный. Нормально. Поэтому решили сегодня посмотреть, караси там попали, не попали. И как приманки работают, самое интересное. Слушай, вода-то прилично упала, блин. Охренеть. И остров стал он показываться. Мы на Казанке доедем, не застрянем по дороге. Народ уже на деревянные лодки перешел. Так, ладно, сейчас дожди были, воды попало, сейчас откачаем. Слушай, что мы ездили, где-то полметра вода упала. Ну, авось небось не застрянем на Казанке. Ну что, сейчас твоя очередь поработать. Ну что, приятель, застоялся? Ну и сейчас мы пойдем поработаем. И хрена себе как высоко. Валерий, не знаю, эта примета работает, не работает. Но я на всякий случай ведро взял. Вдруг пару штук попадет. Правда, у меня в последнее время какое-то сомнение возникло. Я случайно в гараже забыл эти приманки, блин. Один только подсолнечный жмых сгрызли, дырку сделали. Остальные вообще не тронули. Явно там химия какая-то напичкана, а рыбы на химию реагируют, не реагируют. Я на балконе вчера сидел, кусок сыра остался, я его на куски разломал, голубям накидал, они там прилетели, топ-топ-топ-топ. Что-то запах его шибает, он раз и уходит. Второй подходит, тоже уходит. Вот никто ничего не тронул. Да. Все, наверное, перестану сыры покупать. Однако. Комары какие-то появились. Ну что, Валерий Батькович, поехали, что ли? Вот тут летом остров, сейчас я из него хочу выехать. Проехал. Ну, красавчики. Блин, на полметра промазал. Ладно, молодой исправлюсь. На реке такая холодрыга, блин, плащ на обратном пути одену. О, нифига себе, тут плывун какой-то. Ай. Так, ну он сюда не угонит, надеюсь. Вот так. Чуть самое главное не забыли. Вот видите. Бека. Не знаю, одна-две штуки-то попадет, наверное, карасей, но ведро с собой надо брать.
Ну, лодочка, пока. Жди нас. Честно сказать, попало, не попало, не знаю. Наверное, что-то да попало. Ну, поехали. А что за цветы такие тут шикарные? Это таволга. Да, нифига. В избушке когда-то надоели, все таволга, таволга, она такая, она всякая. Ну, красота. Красоту придает какую-то лугу. Эти мишки откровенные редиски. Нет бы по нашей дороге ходить. Все туда-сюда куда-то ходят. Не по делу, не по нашему делу. Муравьев любят. Где-то тут порылись. Ну, наконец-то с нашей дорогой решили стыковаться. О, редиски и мимо пошли. Трава такая здоровая вымахала за неделю. Издалека наше озерко было видно, а тут в упор подошли, не видно его. Косить да косить здесь. Да. И трава практически в человеческий рост вымахала. Ну, будем считать, дошли до озера-то. Нифига, травка выросла. Так, все заросло? Мы с тобой неделю не были, а трава, по-моему, раза два выше. стала. Какой два, по-моему, супер трава выросла. Кошмар. Ну мы тут... А, во! 6! Как классно, что я 6 оставил. Ждите. Сначала достану, а потом ведро достану. Давай. Ну что, Валерий Батькович, кто лучше угадает, сколько попадет? Сколько скажешь? 3 по-русскому быть. Ладно, тогда я 4. Ну, благослови 36. О, так она рядом тут. Вроде трепыхается, но одна штука, наверное, или что-то типа этого. Если одна это хорошо, значит я выиграл. Это что мне, пиво ставить? Недаром мыши эту грызть не стали. Приманку, мать ее, за ногу. Ну, благослови 36, хоть здесь. А тут вообще пустая. Ой, одна штука. И поближе подойду. Хочешь посмотреть свой триумф? Что угадал? Слушай, эту мелочь может выкинуть? Выкинь. Пусть живет. Ай, ты, блин, все сопротивляется. Ну, не пустой. Улов. Эй, пупсик. Подрал. Солнце вышло. Ну, сейчас потеплеет. Так, ну, во второй побольше. Это приманка G7. G7, короче. И карась было написано. 1, 2, 3, 4. 5-го выпустили, осталось 4. Вывод, моя победа. Или победила Хоть дружба. твоя. Когда у меня в гараже, считай, в сарае, мыши погрызли только этот самый подсолнечник, жмых. Я так и подумал, что там естественное, а все остальное химия, блин. То есть ведь не особо на химию реагирует. Но я этот жмых сейчас принес, сейчас я его попробую. Для запаха. Да? Уха-то будет. Ну, раз попались уже, ладно. 4 штуки мелкие. Тихоря коту скорблю, такую, обрадуется выше головы. Я это даже Ларисе Батиной показывать не буду. Втихаря Кузику. Кузя скормлю, и все будут счастливы. Проверяем следующие прикормки рыболовные. Это холодная вода лещ и макуха молотая, жмыха подсолнечного. Так, ну что, давай. Я специально взял любимицу мышей, жмых, подсолнечное масло, подсолнуха. Не будет же плавать? Надеюсь. Может тут просто на этом ГП эти гурманы какие-нибудь живут, караси. Ананасы им подавай. Так. Готово, готово. А сюда у нас... Я заколотовал на карася, а пришло на леща.
Лещ называется приманка. Ну, с другой стороны, карповая рыба. Поэтому проследь проверяем. Так, приманка лещ. Ну, интересно, карась сунется или не сунется. Так, но если выводы делать, если на жмых попадет, только на жмых попадет, значит вывод какой? Надо все рыбные приманки на мышах сначала проверить. Жует, значит будет и рыба попадать. Так, бывает в жизни огорчение. Ну, что нам помешает нашему обеду? Ничего. Дмитрий, ну если у меня чисто было, а у тебя тучи мошкары. Да. Ну я вкусный, наверное. Ладно, хоть удовольствие от обеда на природе. На лугу ветер дует, и комары есть, конечно, но не миллион, а так жалкая 1000 летает. Давай, что ли, лови. Ну давай, докажи, жмых, что ты не натуральный продукт, а не эти химические выкрутасы, блин, от которых рыба, блин, боится больше, чем приманивается. Ну что, Валерий Батькович, пошли домой. Сегодня пустыми домой идем. Это точно. Кузя будет рад. Надо же на уху поймать один раз хотя бы за лето. Мать их этих карасей. Слуга, заходим в лес. И смотри, а вот этот след был у нас или не был? По-моему, свеженький, абсолютно свеженький. Его не было, когда мы тут проходили. Вот наша тропа, а вон параллельно идет. Интересно. О, да он на нашу тропу вышел. Дышлодырь, блин, там не хочет пробивать по траве. И пошел куда-то. А, это наша? А вон, это он пошел прямо. Подожди, это наша или какая наша-то? Нам ведь поворот здесь, вроде бы. Вроде поворот. Блин, бегают редиски, путают тут наши тропы. Слушай, что ты засомневался, что мы по своей тропе идем? Тут вот лежак, от лежака-то мы так не проходили. След как-то виляет. Туда-сюда вот так ходит. Там тропа идет, да? А, блин, я, похоже, на медвежью тропу свернул. Ну, пойдем на свою. Сейчас дядю Валеру догонять придется. Но это направляющий для капкана висел. Ну да, это я ошибся. Ладно, сейчас. Главное, рано или поздно на свою дорогу выйти. Какой редиска ходит там, путает нас. Какие тропы там пробил по траве. Красная смородина, похоже, краснеть начала. Ну-ну, хорошо? Слушай, у тебя так вкусно что-то пахнет. Что делаешь? Я ужин готовлю. Картошку с рыбой. А, ну, нормально. А ты рыбу-то принес? Я же не за рыбой ходил, я проверять рыбные приманки, где работает, не работает. И А что и? работает? Надеюсь. Не пустой. Пол ведра? Так я же не на рыбалку, говорю, ходил. Ну Проверять. так, пол ведра это так, сойчик моз. Кузя довольный будет. 4 штуки. Чё ты, Сережа, слабовато? В прошлом году было больше. Так я приманку засунул, что-то, мне кажется, химия туда насовали, и рыба там разбежалась по этому гэпу, по этой луже. Сережа, главное, сходил, отдохнул, посмотрел, проверил, а 4 штуки для Кузи у нас вообще праздник. Спасибо. Дайте поцелую. Ведро-то какое большое брал. Ну, урожай, ничего. Карасей много, вредно есть, они бутиной пахнут. Сережа, хоть бы пакет что ли взял. Знаешь, почему мало рыбы? Да. Потому что ведро большое взял ты. Да, ведро всегда беру.
Если б пакетик маленький взял, то ложить было бы некуда, столько попалось бы. Кузя! Кузя, 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 Кузя. Ешь давай, блин, гад, для тебя принесли. О, я говорю, воняет. Ничего не воняет, нормальный для кота. Не упрашивай, не упрашивай. Я тебе давал. Разодорился. Убежал, а потом разодорился. Жри своего ельца, там валяется.